Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Астарта Таро. Сегодня с вами я, Астарта. Сегодня мы будем делать расклад на тему, что он думает обо мне сегодня. Мужчины просто существа с другой планеты. Мы часто их не понимаем, часто их не слышим, зачастую, и даже мне кажется, что в большинстве своем и мужчины нас не понимают. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что же он обо мне думает, почему он так себя ведет, как он меня себе представляет, какие мысли у него в голове на данный момент обо мне. Еще хочу сказать, что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Мне очень важно ваше общение, наше общение с вами. Пишите в комментариях, какие видео вы бы хотели видеть на моем канале, что вам интересно, в какой сфере. Попытаемся вместе с вами снять и подобрать ту форму общения и те темы, которые вам интересны. Потому что мне интересно работать с картами на любые темы. Но есть, наверное, все-таки ограничения. Здесь я не буду смотреть какие-то магические воздействия и негативы. Здесь, наверное, такие вопросы больше касаемо отношений, финансов, работы и так далее. Здоровье, наверное, тоже. Здесь смотреть мы не будем, потому что это гадание онлайн. Здесь можно не в том настроении открыть видео, в котором таролог будет говорить, что у вас страшная какая-нибудь болячка. Оказывается, что вы просто были не настроены, чтобы выбрать правильный канал, и все, и начнется там беготня по больницам, поиск этой самой болячки, о которой вы услышали в видео. Так что нет, здесь такие вопросы: любовь, финансы, работа и так далее и тому подобное. Все, по-моему, я ничего не упустил. Еще момент. Здесь я сроки не загадываю. Здесь здесь работает именно ваша интуиция. Вот в один прекрасный день вам пришло в голову все-таки понять и узнать, что же мужчина думает о вас. Вы забиваете в поисковике YouTube, запрос, что он думает обо мне, и, например, находите и выбираете из 1000 каналов именно мой и выбираете вариант. Значит, это будет правильный выбор. А если же вы были не настроены, либо будете смотреть это видео каждый день и выбирать каждый день разные варианты, это будет, конечно же, неправильно. Здесь максимум на 3 дня вы увидите какой-то вопрос, вы увидите ответ на свой вопрос, извините. Поэтому здесь только ваша интуиция и ваше желание все-таки узнать, что же он о вас думает. Итак, выбирайте вариант 1, 2 или 3. Ставьте видео на паузу. Спрашивайте, что ваш партнер думает о вас сегодня. Сосредотачивайтесь и выбирайте свой вариант. А я трактую для единичек. Дорогие единички, трактую для вас первый вариант. Что он думает обо мне сегодня? Что вы личность, которая может быть сегодня одной, завтра другой, послезавтра третьей, то есть такая разная и интересная личность. Вы девушка, которая окружает заботой, девушка, которая всегда поможет,
девушка, которая всегда подскажет, с которой можно поговорить, обсудить какие-то вопросы разного рода, коммуникабельная, остра на язык, домашняя в каких-то моментах. Он с вами как вот как мальчик с матерью, наверное. Он может вам довериться, и в то же время здесь есть страхи быть вами непонятыми, или что вы оттолкнете, или что вы в какой-то нужный серьезный момент можете его оставить, уйти, оставить его одного. И здесь есть вот этот вот внутренний раздрайв. Вроде как он вас и доверяет, и в вашем вот этом ореоле тепла, ума и открытости он и утопает. И с другой стороны он боится. Боится, что вы сильнее, что вы мудрее, что вы опытнее. И в один прекрасный момент он может стать вас недостойным, и вы просто его покинете. Этот страх у него есть. Вообще ваш мужчина очень эмоциональный, очень прям много водных карт. Возможно, вот и на этих эмоциях, на этой своей эмоциональности он и играет. Тем он вас и берет, что в какие-то моменты он может к вам так подойти, что-то сказать, что-то сделать, где-то лаской, где-то какой-то печалью, и вы сразу же пойдете ему навстречу и станете помогать, искать каких-то выходов из ситуации. Вот на этом он еще может играть, на том, что он в каких-то моментах может быть слабым. И еще, что он думает о вас, ценит вашу красоту и изящество. Здесь есть страсть, здесь есть желание мужское. Он к вам расположен, постоянно содержит вас в голове. Также вы его энергетически очень подпитываете. И если человек сведущ в этих вещах, энергии, йога, какие-то эзотерические моменты, то да, он это понимает, что вы являетесь его каким-то источником, подпиткой. Здесь он, что еще из бытовых моментов, знаете, что я бы сказала, что он обдумывает или хочет пригласить вас куда-то, может быть, на свидание, или на какую-то встречу, или куда-то вас сводить. Но, скорее всего, здесь свидание. Либо думает о подарке, который хотел бы вам преподнести. В целом, представление о вас у него положительное. Но вот эти внутренние страхи и неуверенность, вот эти страхи могут быть еще идти из глубокого детства, что он боится, что вы его оставите, как когда-то кто-то с кем-то так поступил, его оставил одного в каких-то тяжелых моментах, и он может просто на 100% не доверять. Хоть вы и всегда рядом, всегда помогаете его, утешаете его, поддерживаете его, но все равно страхи велики. Еще, я бы сказала, он сравнивает вас с матерью своей, либо с женщиной, которая для него является каким-то неким таким идеалом или эталоном. Либо же наоборот, у него был какой-то негативный опыт общения с женщинами, он также сравнивает вас, боится натолкнуться на такую же проблему, что у него когда-то в жизни произошла или случилась. Вот такой вот был первый вариант, кратенький, типа блица, наверное, эти будут рассказики у меня сегодня. Единички, я желаю вам удачи, любви, понимания и терпения. До новых встреч, а я перехожу ко второму варианту.
Дорогие двоечки, трактую для вас. И хочу сказать сразу, забегая вперед, что выпали очень хорошие карты, очень позитивные. Этот мужчина содержит вас в голове. Этот мужчина влюблен, думает о любви к вам, думает о вас с нежностью всегда, с желанием. И здесь, скорее всего, второй вариант выбирают те пары, которые решили сейчас свои отношения перевести в более серьезное русло, семейное. Не говорю, что это прям официальный брак, нет, но, возможно, вы собираетесь или планируете вместе жить. Возможно, мужчина хочет предложить вам перевести отношения в более серьезное русло, переехать, сойтись, жить вместе и так далее и тому подобное. Вот карта говорит о том, что мужчина думает о том, чтобы покинуть отчий дом, стать самостоятельным, стать таким мужчиной-добытчиком, мужчиной, который будет зарабатывать и нести все в дом, и будет опекать вас, будет о вас заботиться, будет для вас опорой и поддержкой. В вас он видит своего партнера, соратника, девушку, на которую можно положиться, с которой можно много обсудить, с которой он на одной волне. И мысли о любви к вам его никак не покидают. Человек представляет вас женщиной очень мудрой, очень умной, очень красивой, очень физически привлекательной, активной, жизнерадостной, с какой-то активной жизненной позицией. Думает, много карт любви, партнерства и желание все-таки отношения перевести в новое русло. Вот из легких и инфантильных отношений от них уже мужчина хочет уйти, он планирует уйти. Здесь любовь, очень нежная карта, любовь, посмотрите, как прекрасно. Здесь полное партнерство и взаимопонимание, здесь помощь. В общем, мужчина, я бы сказала, растворился в вас и своих планах на отношения с вами. Прекрасный вариант. Еще я бы добавила сюда, что, скорее всего, он хочет или планирует предложить вам куда-нибудь съездить, отдохнуть, может быть, к морю, в горы. В общем, провести прекрасное время вместе вдвоем, отпуск. Лето, наша маленькая жизнь, и он хочет ее прожить с вами и счастливо и позитивно. Вот такой был вариант номер 2. Я желаю вам любви и реализации ваших прекраснейших, позитивнейших планов, развития. Прощаюсь с вами. До скорой встречи. И перехожу к трактовке третьего варианта. Итак, третий вариант трактую для вас. Здесь что мужчина думает о вас? Мужчина видит вас очень умной, сильной, властной натурой, одиночкой. И в то же время он видит вас довольно-таки легким человеком и где-то даже инфантильным, но все в рамках. Такой веселый задор, инфантильность, но уже такая взрослая. Видит вас женщиной, девушкой, красивой, желанной, сильной очень личностью, повторюсь, которая при желании, при необходимости может так сказать, да так отрезать, в карман за словом не полезет. Если будет надо, она даст такой отпор, то есть вы, что мало не покажется. Вы для него хороший партнер,
соратник. С вами, как говорится, можно и на войну. Вы, девушка, по его мнению, очень прикладная. Возможно, что-то делаете своими руками. Здесь какая-то, возможно, творческая личность. И вот это творчество ваше его тоже также привлекает. Что дальше мы видим? Дальше мы видим, что также ему нравится, и он думает о вашей теплоте и заботе, которую вы источаете, которая от вас исходит. И это тепло, это энергетическая подпитка, которую вы ему даете, она для него очень желанна и очень ему на данный момент нужна. И за это вот он вам очень благодарен. Вы, судя по всему, у мужчины сейчас не самый легкий период в жизни, и вы своим присутствием, своей легкостью и своей силой внутренней, вы его подпитываете, вы ему помогаете преодолевать те препятствия и проблемы, которые есть сейчас на его пути. Вот как вот эта мамочка. Берете его в свои руки, сильные, теплые, домашние, такие гармоничные, и убаюкиваете его. И он просто тает в ваших руках. Еще я бы сказала, что здесь есть место влюбленности. Человек просто вот иногда витает в таких каких-то облаках, с неба звезды собирает, о вас постоянно думает, мечтает и представляет вас, постоянно содержит вас в своей голове, никак не может вас из своей головы выкинуть. То есть мысли о вас занимают большую часть его времени. Ну, соответственно, свободного, да, когда человек не занят на работе, какими-то своими бизнес-делами, социальными какими-то, общественными. Что еще здесь можно сказать? Что он видит вас личностью, укоренившейся и знающей, что хочет от жизни. То есть вы не идете на поводу у других, вы не слушаете то, что навязывает нам общество. Вы сильная личность, опять же повторяюсь. И вот эта сила может еще вызывать в нем, тут совсем чуть-чуть, совсем, конечно, такой вот некий страх и непонятность. Такой некий внутренний раздрайв, но совсем каких-то таких минимальных единицах измерения, если так можно сказать. Еще здесь мысли у него о заботе о вас. Если мужчина влюблен, он хочет и желает, и постоянно думает о том, что он защитник, о том, что он может заботиться и опекать свою даму сердца, о том, что он может быть опорой, о том, что он может быть таким вот столпом в отношениях. Также он и вас видит этим самым столпом и опорой в отношениях. Вот очень много сильных карт, очень много, говорящих о том, что вы личность, конечно же, по его мнению, ох, какая сильная, внутренне сильная. Внешне, конечно, не Геракл, простите за шутку, не обижайтесь, а внутренне это, конечно, силище еще та. Вот такой вот был кратенько третий вариант. Троечки, я желаю вам любви, желаю вам гармонии, всего самого хорошего. Прощаюсь с вами. До скорой встречи. До свидания.